О самых заметных событиях четверга вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот основные темы дня. В гостях у лидера в Якутии стартовал федеральный форум «Цифровой алмаз». Ожидается участие более 2500 представителей IT-отрасли со всей России. Вернуть зрение. Пациентам провели операцию на глазах с помощью нового офтальмологического оборудования. Какие возможности появились у хирургов? Придай огранку своему таланту. В Северо-Восточном федеральном университете провели день открытых дверей компании «Алроса». Что узнали студенты? Морозы крепчают. Госавтоинспекция Нерюнгринского района проводит серию профилактических мероприятий для школьников. О чем рассказывают? В Ленске начал работу зал по адаптивной физкультуре. Занимаются в новом помещении дети и взрослые. Расскажем подробности. Айсан Николаев проверил ход строительства Якутского республиканского онкологического диспансера. Объект возводится по президентскому нацпроекту здравоохранения. Сдать его в эксплуатацию планируют в этом году. Глава республики ознакомился с ходом работ и поставил перед органами исполнительной власти и подрядными организациями задачу ввести объект до конца декабря. Он отметил, что этот график не подлежит обсуждению. Ранее срок сдачи объекта переносился на несколько месяцев из-за изменений в документации. Сейчас на объекте завершаются отделочные работы. В уже готовых зонах ведется установка медицинского оборудования. Большая часть аппаратуры уже поставлена на объект, в том числе компьютерный томограф, ангиограф, рентгенаппарат и другая техника. Также Айсан Николаев назвал строительство Ленского моста шансом для Якутии. Укрепление транспортной связности территории Дальнего Востока России, создание транспортных коридоров от Западной Сибири к Тихому океану и из Арктики к Китаю лучше всего послужит развороту России на восток и станет шансом для развития Якутии. Глава республики отметил, что на форуме «Один пояс, один путь» президент Владимир Путин обозначил волю нашего государства к восточному вектору интеграции. Это открывает большие перспективы и возможности. Кроме того, глава подчеркнул, что сейчас необходимо использовать новые шансы, которые, возможно, не были такими очевидными в мирное, спокойное время. В Якутии стартовал федеральный форум «Цифровой алмаз». Ожидается участие более 2500 представителей IT-отрасли республики и других регионов России. Эксперты обсуждают самые актуальные вопросы в сфере информационных технологий. Все подробности в материале Марферины Алексеевой. Как интегрировать большие данные в управленческие процессы и можно ли удержать IT-специалистов в регионах? Почему важно представлять государство в социальных сетях и насколько искусственный интеллект опасен для медиа? Эти и другие вопросы активно обсуждали на 4 основных площадках форума. Все, что связано с развитием региональных IT-компаний, то, что связано с производством и экспортом российского контента в регионах страны, то, что связано с подготовкой кадров в информационной сфере. И еще один трек у нас посвящен тому, что связано с разработкой игр. Потому что эта сфера у нас в России сейчас переживает такие трансформационные времена. И мы поэтому пытаемся понять все-таки, каким образом наша российская IT-сфера должна дальше, сфера разработки игр, развиваться, чтобы становиться мировым лидером. Если в прошлом году все мероприятия проходили в формате деловых сессий, то на этот раз, помимо прослушивания, участники и эксперты взаимодействуют в практических сессиях. К примеру, форсайт-сессия GameDev, где презентовали 12 стартапов акселерата B8. До форума более 200 участников разделились на 60 команд, прошли двухнедельный обучающий интенсив и разработали видеоигры. Зарубежные ушли, надо заполнять российский рынок новыми играми. То, что я уже посмотрел, очень много креативных и интересных игр появляется, и на форуме прям видно, что стартапы делают интересный контент. Я в свое время тоже был в стартапе и на подобном форуме и в акселераторе участвовал. И моему проекту он дал рост. Разработчики представляют интересные проекты. Некоторые используют в играх национальный колорит. Например, подготовка льда, это то, что они тоже с удивлением смотрят на это, для чего лед добываем в таких суровых условиях, выживаем. И вот наша игра как раз-таки показывает, как это все происходит. Мы показываем культуру, быт, обычаи, традиции. Играя нашу игру, могут с легкостью понять суть того, как мы живем в Якутии. Все говорили, что в Якутии это невозможно.
Ну и вообще, в принципе, если ты не в центральном городе, это невозможно сделать. Бах, у нас появилась Майтона. Такие, ну ладно, это ошибка выжившего. У нас появился Фантастик. Ну ладно, вы что-то можете. И вот сейчас ребята, которые выступали, это потенциально будущие компании, которые будут приносить миллионы долларов в казну республики, занимаясь просто своим любимым делом, создавая такие творческие проекты и рады людей по всему миру. Лучший стартап-проект сессии на реализацию получит 1 миллион рублей. На закрытии форума из рук министра России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова. Также на форуме проходит масштабная инновационная выставка, где представлены новейшие разработки и IT-продукты. К примеру, Arctic Telecom представил социально ориентированный проект «Синергия Арктики». Он стартовал в текущем году и планирует обеспечить скоростным интернетом 86 арктических и труднодоступных населенных пунктов Якутии. Именно телеком-индустрия как таковая в Якутии представлена и наземными линиями связями, и спутниковыми линиями связями, и другими линиями связями. И это очень важно, потому что благодаря опыту, накопленному в Якутии, этот опыт распространяется по всей территории страны. Во второй день состоится финал геймдев стартапов, выставка отечественного оборудования и программного обеспечения, итоги арктической стартап-экспедиции и конкурса для молодежи «Моя профессия IT». Также впервые пройдет ювелирный креатон. Форум посетит глава Минцифры России Максут Шадаев и глава Минвосток развития страны Алексей Чекунков. Марферина Алексеева, Георгий Григорьев, Якутск. Идем далее. Межведомственная ценовая комиссия Якутии рассмотрела прогноз тарифов в сфере коммунального комплекса на следующий год. Плата за коммунальные услуги с 1 июля утверждена в размере 9,5%. С учетом предельного отклонения в размере 3%, максимально возможный рост платы за коммунальные услуги не должен превышать 12,5%. Премьер Кирилл Бычков поручил рассмотреть установление льготных тарифов на тепловую энергию для малого и среднего бизнеса, арендующих помещения. Также определены подходы при формировании тарифов на тепловую энергию, услуги водоснабжения и водоотведения с учетом озвученных на комиссии прогнозов. Якутия с опережением сроков успешно завершила работу по восстановлению подшефного города Кировское в ДНР на этот год. Об этом на брифинге рассказал руководитель Единого координационного центра региона Андрей Федотов. Он подчеркнул, что республика не только восстанавливает инфраструктуру города Кировское, но и помогает налаживать нормальную жизнь. Так в городе нормализовали подачу тепла и водоснабжения, которое годом ранее давали только на несколько часов в сутки. Кроме этого, в Кировском появилась СРГ, которую установили при участии глав Якутии и ДНР. Этот объект внесли в список городских достопримечательностей. При этом в городе продолжают восстанавливать храм Иоанна Кронштадтского по народной инициативе, которую поддержали строители из Якутии. 11 пациентам провели операцию на глазах с помощью нового офтальмологического оборудования. Ранее в якутскую глазную больницу привезли новый аппарат для лазерной коррекции зрения. О возможностях, которые появились у хирургов, узнаем в сюжете. Новый аппарат для лазерной коррекции зрения MEL-90 был получен пару недель назад. В связке с другим лазерным оборудованием VisuMax, прибывшим весной этого года, он образует комбинированную лазерную систему, позволяя проводить весь спектр рефракционной лазерной хирургии роговицы глаз. Технология femto-LASIK проходит быстрее, потому что не нужно тратить время на перемещение пациента из одного лазера под другой. То есть это все проходит на одной кушетке, то есть она, получается, перемещается с одного лазера на другой. Данные пациента на планирование лечения экспортируются из одного лазера в другой. Это тоже помогает и докторам, и медицинскому персоналу, с одной стороны, сокращать возможность каких-то ошибок, а с другой стороны, позволяет несколько раз проверить данные и при этом не потратить лишние минуты для вот такой рутинной работы. Комплекс позволяет не только сократить время операции, но также обеспечивает безопасность пациентов. Время лазерной коррекции зрения зависит от характера проблемы пациента, но в среднем составляет не более 10 минут. При этом сам лазер работает менее 1 минуты. Я платно записался, ну а так давно хотел, у меня минус получается давно. С детства все прогрессировал минус, получается, и вот решил в этом году, записался платно и сейчас жду операции. Позитивный, конечно, настрой, что сколько почти всю жизнь носил очки, и сейчас уже уже перестану носить очки.
На данный момент Якутская республиканская офтальмологическая клиническая больница проводит более 12 тысяч операций в год, включая амбулаторные. Кроме того, было проведено более 1500 операций за пределами города Якутска, что является рекордом за 22-летнюю историю глазных операций. Мы постоянно обновляем парк медицинского оборудования, и за этот период мы уже получили огромное количество медицинской техники, которая позволяет оказывать медицинскую помощь по профилю офтальмологии на самом современном, как диагностическом, так и операционном оборудовании. На сегодняшний момент мы выполняем 95% операций, которые производятся в области офтальмологии. Исключение только составляет онкоофтальмология, потому что таких пациентов не так много у нас в республике. Они направляют в специализированные клиники Москвы и Санкт-Петербурга. В данное время проводится формирование плана работы на выездные службы на следующий год. Также, чтобы увеличить количество и качество офтальмологических услуг на следующий год, запланировано поступление еще 2 единиц сложного диагностического оборудования, которого нет на Дальнем Востоке. Тимур Калмогоров, Иван Сорокаумов, Якутск. Видеокамеру установили на ледовой переправе Нижний Бестях-Якутск. Система будет вести фото- и видеофиксацию административных правонарушений в круглосуточном режиме. Напомним, ледовую переправу в направлении Хатасы и Нижний Бестях планируют открыть ориентировочно 11 декабря, а Кангалас-Барагонцы 25 декабря. Об этом сообщили в управлении автодорог Якутии. Сроки могут сдвинуть в зависимости от погодных условий. Уточнили в управлении, до официального открытия ледовых переправ выход на лед запрещен. Несанкционированный выезд смертельно опасен. Межрегиональный центр отраслевых проектов целевой подготовки имени Матвея Мучина открылся в Якутске. Матвей Мучин совместно с первым президентом Михаилом Николаевым запустили систему целевой подготовки в Якутии. На сегодняшний день в республике более 1300 молодых людей проходят подготовку к будущей специальности по целевой системе. Из них половина обучаются за пределами республики. Сегодня обсудили тему подготовки кадров для железных дорог. В данный момент специалистов в железнодорожной сфере очень мало. Поэтому для жителей республики появился шанс обучиться, подготовиться и работать на благо Якутии. Скоро появится железная дорога у нас, и бурно развивается промышленность в республике. И по добыче угля в республику приходят большие компании. Например, добыча угля дошла до Колмар, Эльга уголь, более 26 миллионов тонн. Поэтому это огромные цифры. А для этого кадры нужны, местные кадры, обученные ребята. «Придай огранку своему таланту». Под таким девизом в Северо-Восточном федеральном университете провели День открытых дверей компании «Алроса». Будущие выпускники СВФУ познакомились с руководителями и представителями компании, пообщались с молодыми специалистами предприятия и узнали об истории. Подробности у Даяны Федоровой. На Дне открытых дверей собралось более 500 студентов. Представители компании «Алроса» рассказали не только о процессе работы, но и о карьерных возможностях и преимуществах. Представители компании отметили, что крайне заинтересованы в квалифицированных, мотивированных людях, которые хотят дальнейшего развития в своей профессии. Сейчас консультировал молодого человека, у него уже есть профессия, это горнорабочий 3-го разряда. То есть потенциально мы можем его устроить к нам на работу на период летней практики. Он может уже получить практические знания, навыки и далее уже трудоустроиться по целевым профессиям, которые есть на предприятии. Ежегодно в компании «Алроса» производственную практику проходит около 700 студентов из разных вузов России. В прошлом году из СВФУ практику прошли 152 студента, 20 из которых трудоустроились. А те, кто ранее не проходил практику, благодаря мероприятию заинтересовались и уже видят себя будущими сотрудниками компании. Идти туда работать по специальности собираюсь, горным инженером, на подземную разработку рудных месторождений. Я проходил практику в этом году в Алмазах и Набарах на участке молода в течение 3 месяцев. Занимался слесарными работами, пилил металл, с металлом работал. Делали конструкции, всякие мачты, заборы, всякое такое. Да.
С учетом развития экономики среди работодателей растет потребность в молодых специалистах. Компания «Алроса» не исключение. Особый интерес представляют инженеры и квалифицированные рабочие кадры. Мы, как и все другие горнодобывающие компании, тоже испытываем дефицит. Но в чем и прелесть как раз взаимодействия с вузами, что можно дать ребятам понять, что уже обучаясь непосредственно в вузе, ты можешь получить эту рабочую профессию и прийти на работу к нам в компании и начать строить свою замечательную карьеру именно у нас. Компания «Алроса» ведет активную работу не только со студентами, но и со школьниками. Они проходят углубленный курс технических дисциплин и знакомятся с производственными процессами компании. Помимо этого, у компании действует программа стипендиатства, а для сотрудников различные корпоративные программы обучения, развития и социальной поддержки. Даяна Федорова, Семен Семенов, Якутск. В связи с наступлением устойчивой холодной погоды, ожидаемыми снегопадами и, как следствие, ухудшением дорожных условий, Госавтоинспекция Нерюнгринского района проводит серию профилактических мероприятий для школьников. На одном из них побывал мой коллега Иван Лазаренко. В гимназии номер 2 города Нерюнгри для учеников 2 класса прошел профилактический урок по основам безопасного поведения на дорогах, на котором детям еще раз напомнили о важности и эффективности применения световозвращающих элементов, делающих пешеходов заметными в темноте. В преддверии Дня матери сегодня в гимназии номер 2 мы провели урок, акция, урок называется как мастер-класс. Мастер-класс «Подарок маме». И дети своими руками делали световозвращающие элементы. В начале урока мы повторили с ребятами правила дорожного движения. Вспомнили, то есть рассказала я им о том, что в темное время суток, в условиях плохой видимости, снега, дождя, водитель очень сложно увидеть пешехода в такое время суток. В зимний период профилактическая работа Госавтоинспекции Нерюнгринского района усиливается, ведь неблагоприятные погодные условия и темнота зачастую становятся причиной различных дорожно-транспортных происшествий именно с участием детей. Наше сотрудничество с Саяной Бадмаевной из ГИБДД уже длится давно. Мы проводим различные мероприятия. Это и письмо водителю, это и различные эстафеты мы проводили, и безопасное колесо. Все эти мероприятия направлены на то, чтобы наши дети оставались все здоровы и живы, чтобы никто не попадал под машину, чтобы все соблюдали правила дорожного движения. Ребята с большим интересом вспоминали правила безопасного поведения на дорогах и обсудили различные дорожные ситуации, в которых они могут оказаться. Ну и, конечно, изготовили приятные и полезные подарки к празднику для своих мам. Иван Лазаренко, Захар Головин, Вадим Барашков, Нерюнгри. Память о победе. Так назвали круглый стол в Доме профсоюзов. Организатором выступило якутское отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Цель мероприятия – сохранение исторической памяти, а также недопущение исторической фальсификации, в первую очередь для будущего поколения. По итогам работы круглого стола планируется разработка дорожной карты. Принимает участие в круглом столе около 50 человек. Это и студенты вузов, СУЗов, а также с докладом будут выступать историки, представители власти, общественности, ну и, собственно, сами волонтеры. Выступят с докладами на тему как раз-таки борьбы с исторической фальсификацией, о сохранении исторической памяти. Кто-то расскажет о своем герое, участнике Великой Отечественной войны. В общем, в конце мы надеемся, что будет разработана именно дорожная карта или же план по сохранению исторической памяти. А в преддверии Всероссийского дня матери в Якутске наградили женщин, родивших и воспитавших 7 и более детей. В праздничной обстановке награды получили 15 мам, 3 из которых отмечены званием «Мать-героиня». Кроме этого, вручены знаки «Высшая благодарность матери», «Материнская слава» 2-й степени, «Материнская слава» 3-й степени, знак Софии Сидоровой. Как отметила министр труда и соцразвития, на сегодняшний день в Якутии насчитывается 31 мать-героиня. Дорогие наши женщины, поздравляю вас с Днем Матери Российской Федерации. Желаю вам всего самого доброго, здоровья, чтобы в вашей семье всегда было благополучие, всегда, чтобы ваши дети радовали вас. Спасибо нашему президенту
Путину Владимиру Владимировичу за помощь. Спасибо Ильдархану Николаю Асену Сергеевичу. Спасибо мэру города Якутска Григорию Евгению Николаевичу за поддержку семьям, родившим очень много детей, за их заботу. Стилизованные платья, холода и костюм якутской интеллигенции конца XIX века и многое другое в картинной галерее Мирного сегодня можно увидеть работы айхальской мастерицы Людмилы Семеновой. Ее первая персональная выставка – результат многолетнего труда. О том, насколько сложна в исполнении якутская традиционная одежда, расскажем в сюжете. Маленькая сумочка хаппар. Тут женщины хранили свои швейные принадлежности. Тут внутри находится мешок, и там иголочка с ниткой и с наперстком. Зимнее пальто якутской женщины с секретами. Традиционный комплект, сшитый по всем канонам, весит почти 10 килограммов. Айхальская рукодельница Людмила Семенова изготавливала пальто больше года. Бухтах – это значит внутри натуральный мех. Поэтому он тяжелый и долго шьется. Сложность лоскутным шитьем. Эти мелкие кусочки сукна надо шить и окантовать. На первой персональной выставке Людмила Семенова представила около 80 работ. Традиционные летние, зимние женские костюмы, набор конского убранства и стилизованные холодай. Костюм городских модниц конца XIX века с жабо и брошкой воспроизводили по фотографиям того времени. Жилет шили в тон платью холодай, украшали кружевами, зашивали много пуговиц. Это показывало статус женщины. Этот холодай отличается тем, что у него байбара пришивается к подкладу платья. Традиционный холодай, он вместе сразу вот вместе шьется, а тут отдельно получается. Особое внимание гостей выставки привлекли стилизованные холодаи из льна и тафты. На благородной ткани распустились маки, ромашки, вместо традиционных якутских лилий – сарданы. Людмила Семенова – победительница республиканских конкурсов, участница всероссийских международных проектов. Ее работами восхищался сам мэтр российской моды Вячеслав Зайцев. Сегодня жительница Айхала руководит клубом национального шитья «Семях». Его создали, чтобы популяризовать якутскую культуру и сохранить национальную традиционную одежду. Мы сохраняем, передаем молодежи, что вот такая вот традиционная одежда. А стилизованная она, мастерица шьет, вот как она себя сейчас чувствует. Иванна Филиппова, Олег Соснин, медиакомпания «Алмазный край». И о спорте. В Ленске начал работу зал по адаптивной физкультуре. Занимаются в новом помещении дети и взрослые. Для ленчан с ограниченными возможностями здоровья в новом спортзале созданы все условия. Работают квалифицированные специалисты, рассказывает Светлана Балеева. Очередной вечер буднего дня. В спортивном зале сегодня занятия для детей. Ведет их тренер Ольга Харченко. В группе всего 8 ребят. Каждому из них индивидуальный подход. Занятия начинаются с повторения правил безопасности. Значит, руками друг друга не трогаем, да? Соблюдаем дистанцию. В зале находимся только с тренером. Берем инвентарь только с разрешения. После повторения правил последовали несколько упражнений по мелкой моторике. Затем гимнастика с обручем и мячом. И, конечно, игры, которые очень любят дети. В этот раз они играли в футбол. Ну, я обожаю играть в футбол. Пока команда наша чуть не проиграла. Ну да, проиграла. Но мы не проиграли, мы продолжаем всегда играть. А недавно в спортивном зале появился теннисный стол, и Александр с удовольствием освоил этот вид спорта. Тренер рассказывает, что здесь она занимается коррекцией и компенсацией утраченных навыков у детей, а не полным восстановлением. Ведь АФК – это не лечебная физкультура, и тренера не врачи. На наших занятиях мы корректируем и развиваем, а также формируем вообще с нуля, если основные движения не сформированы у детей. Это ходьба, бег, прыжки, лазание, ползание, метание. Мы развиваем координацию. Наша же основная цель какая? Социализировать ребенка, чтобы он хорошо коммуницировал и в обществе свободно себя чувствовал. Милена Михеева посещает занятия регулярно. Девочке очень нравится. Здесь к ней особое отношение и много друзей. Мы
тренируемся, играем в разные игры. Еще тут можно завести новые знакомства, друзей. В новом спортивном зале, рассказывает Ольга Харченко, тепло и уютно. Много инвентаря, беговые дорожки, велотренажеры, установлены турники и теннисный стол. На втором этаже есть сенсорная комната. Ведут занятия 3 тренера. Ольга Харченко – детский педагог по адаптивной физической культуре. Также работает тренер для взрослых и тренер по теннису. Сегодня дети готовятся к веселым стартам, которые пройдут 16 декабря. А те, кто показывает успехи в теннисе, в ближайшее время примут участие в республиканских соревнованиях. Светлана Болеева, Виталий Андреев. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и до свидания.